Последние дни, несмотря на минусовую температуру, выдались жаркими, говорит дворник Георгий Борозна. Хоть сегодня и не метет, работы еще не впроворот. С 2 часов утра и до 12 дня. Сколько часов получается? Много, без перерыва. У меня 6 домов и сквер. Работы не останавливаются по всему городу. Коммунальщики и дорожники расчищают тротуары и остановки. С 7, вот 4 рейса уже. О скором наступлении календарной зимы погода напомнила на прошлой неделе. Сильный снегопад накрыл столицу республики. По данным Гидрометцентра, с 18 по 19 ноября выпало 14 миллиметров осадков. Это треть месячной нормы. За этот период на дороге было высыпано более 3500 тонн противогололедных материалов. Это как песко-соляная смесь для дорог 2-3 категории, так и противогололедный реагент для дорог 1 категории. Да, кроме того, за этот период времени дорожными службами было вывезено на снежные полигоны и на снегоплавилки более 17 тысяч тонн снега. Этой зимой расчищать городские улицы и дворы будут больше 200 единиц техники и почти 3000 человек. Однако коммунальные службы по-прежнему работают в условиях кадрового дефицита. Не хватает 500 дворников. Средняя зарплата по крупным управляющим организациям составляет 28 тысяч рублей на одного человека. При этом она разнится от 22 до 36 тысяч в разных управляющих компаниях. Но и за 22 есть дефицит кадров, и за 36 тоже есть дефицит кадров, поэтому мы в поисках. Особое внимание придомовым территориям. С прошлого года управляющие компании стали заключать договоры на уборку внутриквартальных проездов. Стоит напомнить, что вывоз снега не входит в обязательный перечень работ, и жители должны самостоятельно принять решение о необходимости вывоза и определить источники финансирования, как заблаговременно сделали, например, жители 124 домов района. В многоквартирных домах, где вывоз снега не осуществлялся, его складирование производилось на придомовых территориях, что приводило к уменьшению количества парковочных мест, затруднению подходов к детским игровым площадкам и явилось причиной повреждения зеленых насаждений, которых так много было посажено по программе «Наш двор». Поэтому данную работу с жителями мы продолжим. Мэр отметил хорошую работу казанских дорожников в условиях старта зимнего сезона. Прошу, уважаемые коллеги, управляющие компании, еще раз акцентирую внимание на тротуарах. Зима и зимнее содержание только начинается. Дороги 1, 2, 3 категории, поселковые, там меньше нареканий. Вот тротуары – это та задача, с которой мы должны в предстоящий зимний сезон уделить особенное внимание. По словам казанцев, коммунальщики хоть и справляются, но не везде. Только за выходные в открытую Казань поступило больше 130 жалоб. Тяжело, конечно, ходить, если дворники не чистят, нам тяжело, нам пожилым. А сегодня, вот, допустим, нормально. Но в те года, конечно, очень плохо чистили. А с чем связано? Я решила там сократить путь и прокляла всю дорогу и, в общем, в обход пошла. К зиме подготовили и жилой фонд города. Опрессовку прошли почти 6 тысяч многоквартирных домов. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.